Приветствую телезрителей канала Якутия-24. Сегодня мы продолжаем, скажем так, серию наших выпусков, с Гюбяей Егоровой. Гюбяя является хозяйкой творческой студии, в которой мы, собственно, и находимся. В одном из прошлых выпусков Гюбяя продемонстрировала нам мастер-класс интересный по изготовлению обвеса. Поговорили об обвесах, популярный трендовый аксессуар. Ну а сегодня у нас тоже не менее интересный мастер-класс. Это серьги-трансформеры. Да. Угу. Что они из себя представляют? Да, тоже интересный. Ага, я так поняла, база остается основная, и меняются только подвески. Угу. Тут как пример один показываю. Здесь, например, вот сережка основа, она у нас вот такая. То есть я тоже ношу такую. Без ничего тоже можно носить. То есть если минималистичный такой образ, можно добавлять подвески, и таким образом, только меняя подвески, мы можем менять характер украшений. То есть быть нежной, быть дерзкой и под любой образ подобрать, соответствующий. Давайте мы сначала сделаем самый простой, и вот на такой конго. Кстати, вот это называется конго. То есть оно без ничего, конго называется. Без ничего такая плоская. И вот этот, который я показывала, он идет с цирконами здесь. И также конго бывают разные, овальные, квадратные и так далее. По цвету тоже отличаются. Самая первая подвеска у нас будет вот такая звездочка. Вообще любую подвеску берем, и нам потребуется колечки здесь. Если мы хотим, чтобы подвеска смотрела вперед, то мы добавляем одно колечко. Если хотим, чтобы она вот так вот крутилась, то добавляем 2 колечка. В нашем случае добавим 2 колечка. Сначала идет маленькое колечко. Колечко размером 4 миллиметра. И далее после него идет уже 7. Побольше, да? Колечко побольше. Открываем. И вот таким вот образом закрываем. В прошлый раз я уже показывала, как закрывать колечки правильно. Сейчас давайте напомним. Мы немножко приоткрыли сначала колечко. Берем один инструмент, плоскогубцы, и вот так вот обнимаем. А потом крутим туда-обратно. То есть катаем. И слышите щелчок? Вот это и есть знак, что все правильно, все верно. Здесь нету больше этих щелей. В общем, закрыли и продеваем. Образ смотрится уже по-другому. То есть более с характером, здесь. Давайте мы сделаем вторую. Пусть она будет более интересная. Берем любые бусы. В нашем случае это сахарный кварц, он такой розовенький, красивый. Вот это у нас называется пин. Сейчас мы будем с вами делать петельку. Продели на пин и вот таким образом загибаем. Просто руками делаем загиб. Далее примерно на 5 миллиметров отрезаем. Вот это убираем, она нам уже не нужна. Берем круглогубцы, здесь круглая. Тут самый интересный момент. Вот так вот, где-то на 2 миллиметра от начала держим. И вот таким образом крутим к себе, к себе, к себе. И у нас образовывается здесь петля. Его можно полностью закрыть круглогубцами. Вот. Теперь добавляем сюда колечко. Так, закрываем и тоже одеваем. То есть одна пара у нас уже готова. Если вы хотите дома себе такие делать, то можно прямо перед выходом сделать. То есть оделись и смотрите, мне нужно вот здесь какую-то другую подвеску, чем какая-то другая, и сделали, потом вышли. У меня так и бывает. То есть иду куда-то, смотрю на себя,
что-то вот это не подходит к этой, а давай другую сделаю. Вот так перед И выходом делаю быстро-быстро, себе. да? То есть в магазин не надо сходить, куда-то бегать. Следующая, она более, интересная тоже, можно сказать, да. Это я сейчас вам показываю техники, можно сказать, да. А бусы, там подвески могут быть любые разные. Главное сейчас техника, чтобы понимать, как работать. Берем кримп, он у меня самозажимной, называется One Touch, вот с такой кнопочкой. Продели, держим и продеваем бусы, которые нам нравятся. Давайте с этой стороны. Бусы лучше продевать вот таким образом, для того, чтобы никуда не рассыпались и быстрее работает. То есть сразу несколько бусов продеваем туда. Так, смотрим, сколько нам хватает. Это я хочу сделать такой круг. Круглая будет подвеска. Обычно у нас любят его, когда она из жемчуга. Жемчужные такие круглые подвески, когда делаем, но они больше спросом пользуются. Так, в принципе, достаточно. Так, теперь у нас здесь был узел. Его убираю и просто вытаскиваю. Теперь важный момент. Чтобы вот такой вот круг у нас получился, у нас есть кримп. В этом моменте мы нажимаем на кнопочку, которая есть в кримпе. Так вот берем и зажимаем. Иногда требуется 2 руки, потому что кримп бывает твердый, неподатливый. Все, ничего никуда не бежит, и лишнее уже отрезаем с самого конца. И то, что вот тут есть остаток миллиметр, его тоже прячем под бусину. Все, это вот такая круглая подвеска, и она будет смотреться вот так. Ой, как красиво. Его можно сделать побольше, поменьше, как хочется. И Еще можно даже... как кольцо носить, наверное, да? Ну да, но она будет не на резинке. Но кольцо обычно мы делаем на резинке, на чтобы резиночку. удобно было. Бывает, там пальцы утекают и так далее. И последний вариант наших подвесок. Мы берем наш пин и продеваем. Таким же образом, который был первый. Тоже отрезали. Берем круглогубцы, прокрутили внутрь себе. Но тут полностью не закрываем, оставляем для того, чтобы добавить в цепь в будущем. Со второй также повторяем. Теперь берем наши цепи. Я тут отрезала одну подлиннее, одну покороче. Беру покороче. Продеваю в цепь. Вот она. И только потом закрываю дальше. Помогаю плоскогубцами закрыть. И также со второй стороной. Цепи могут быть любые. Чем тоньше, тем они смотрятся более нежно. Так как у нас розовый кварц, я подобрала более такие нежные, да? понежнее цепи. Так, продеваем. Нужно сразу в одну обоих.
И закрываем. Так. И у нас получается вот такая более длинная с висюльками подвесочка. То есть можно вот это носить с этим, да? Уже меняем, получается, основу. Нежность. Можно убрать вот эту, а потом, например, добавить вот эту. Такого. Ну, то есть, меняя только подвески, мы меняем стиль украшения. В общем. Гюбяй, какие у вас планы предстоящие? Или пока вот все стандартно у вас идет, с мастер-классами, с тортами, вообще в целом? В целом. Ну и касаемо украшений тоже интересно узнать. Может, что-то готовите для жительниц Якутии? У нас есть тоже такая цель, можно сказать, или идея. Мы хотим поставить по всему городу 10 шкафов. Шкафы с украшениями. Так. Это тоже наша интересная идея. Один шкафчик первый, он у нас стоит уже на Лермонтова 45. Он такой красивый тоже, эстетичный, более привлекательный такой, узнаваемый, можно сказать. Там тоже с нашей надписью, вывеской. И таких шкафов мы хотим поставить по городу 10 штук. Так. 2 сейчас изготавливается. Интересно. Скажем, 3 есть. И в чем функции этих шкафов? Функции в том, что люди, когда захотят купить украшения, они могут подойти в любую точку и уже взять себе либо себе украшение, либо на подарок. То есть там же мы хотим договориться с магазинами для того, чтобы реализовать их. То есть они будут уже продаваться независимо от нас. То есть не надо именно к нам приходить. Имеется в виду, если человеку поблизости попадется такой шкаф, да, то это вдвойне, конечно, еще лучше. И экономия и времени, да, и приобрести красоту. Да? И такой вопрос, я думаю, и будет интересно и мастерам, и девушкам, которые, может, не только начинают, да, работать с украшениями, где вы приобретаете фурнитуру, все ли у нас есть в доступности в Якутске, или вот как-то куда-то специально где-то заказываете, может, на маркетплейсах, чтобы качественные изделия, да, создавать? Сейчас в целом стало все доступно, мне кажется, потому что когда я начинала 5 лет назад, тогда в Якутске не было магазинов, где можно было бы закупиться вот именно модных каких-то фурнитуры и мелкой фурнитуры, которые мне нужны были. Я тогда вообще не закупалась в Якутске, я всегда заказывала в других городах. Сейчас у меня есть оптовый поставщик в Москве, но бывает, что если что-то очень сильно нужно, то беру в Якутске. Но правда, конечно, дороже выходит, чем у оптовых. Но в целом девочки, которые хотят делать для себя украшения, в принципе, уже в Якутске могут найти и инструменты, и фурнитуру. Вот. И мне сейчас очень радостно от того, что в Якутске есть магазины, которые следят за трендами, и что можно найти какие-то даже хорошие такие камни. Что бы вы посоветовали девушкам, которые хотят заниматься украшениями? Вот, может, какой-то такой совет хороший, помимо самого желания и тяги к этому, да, что еще полезного бы? Здесь, наверное, можно даже самим научиться делать, но смотря какие у вас цели. Если человек хочет для себя просто делать украшения, то можно посмотреть в интернете, как делать, либо даже нашу программу, которую сегодня мы показали, основу, которую... Я сегодня, кстати, постаралась показать именно основу, на котором все держится. То есть, зная эти основы, можно делать любые украшения. Это уже дальше ваши идеи. То есть только надо реализовать свои идеи, но все самое основное, все показано, мне кажется. Вот, и можно самим придумывать какие-то коллекции свои, либо же для себя просто что-то делать. А если хочется продвижения, там,
продавать, там, иметь дополнительный доход, то можно, мне кажется, прийти на мастер-класс к нам. Так, ну то есть начать с мастер-класса, такая основная база, да? Посмотреть, потрогать, понять, потому что бывает, что когда сама все это делаешь, уходит очень много времени, и не понимаешь, и хочется все бросить, бывает такое даже. И, конечно, удобнее, когда рядом человек, который разбирается и может тебя подсказать, да, направить. Так прям рядом сидеть, показать, вот тут у тебя что-то осталось, тут надо закрыть. Вот. Научиться понять, и потом уже руки будут набиты, ну и поймешь свой путь, вообще куда двигаться. А потом уже дальше нужно видение только. Ну а вот лучше те, кто хочет заниматься, да, продвижением, именно производством, продвижением своих украшений. С чего лучше вот пройти какой-то базовый мастер-класс, да, научиться, понять, как вы сказали, а после вот, это на первом месте реклама или какая-то уникальность украшений, вот что чем можно взять сегодня? Личный бренд. Личный бренд. Сейчас больше работает личный бренд, люди тянутся именно к тебе. То есть показывать процесс своих украшений, которые ты делаешь, показываешь, как ты сама носишь. Ну и самое-самое первое для начала — это первые клиенты, это будут ваши близкие, знакомые, подруги, друзья. Ну и если из незнакомых, то это уже через соцсети передавать, показывать. И таким образом другие тоже могут подтянуться и покупать. То есть первые доходы точно от близких людей. Да, согласна. Ну и в прошлом выпуске мы уже говорили, что у вас с супругом, да, семейный бизнес и не один. Есть ли планы какие-то, может быть, еще что-то открыть и проявить себя в каком-то еще новом направлении? Ну вот последнее направление, которое мы открыли, это кондитерская и студия творчества и мероприятий. То есть мы создаем мы создали красивое помещение для того, чтобы здесь проводить какие-то встречи, курсы, обучение. Кто-то проводит даже дни рождения, то есть для свободного пользования. Вот. Мы хотим сейчас его поставить на ноги и кондитерскую. Мы делаем торты каждый день в наличии и под заказ тоже работаем. Вот эти два проекта хотим поставить на ноги, но открыть еще новое направление пока что нет в планах. Пока что вот в будущем. Ну, пока, может, рано, 4 да? проекта уже как бы Уже, много. да. И работы много, обязанностей много. Вот. А вот украшения для меня это прям отдушина, куда я посвящаю себя полностью. То есть всегда есть время что-то вот красивое создать, поделать руками, там, да? Порелаксировать, да? Да, люблю сама создавать, и еще люблю еще людей учиться. обучать, потому что это все равно обмен энергии, обучаешь, получаешь обратную связь, это всегда очень приятно. Гульбая, спасибо вам огромное, очень было приятно с вами познакомиться, пообщаться, и я думаю, что телезрительницы, которые увидят, тоже для себя полезного много чего возьмут из ваших уроков. Да? Ну и, конечно, посещайте мастер-классы, и если вы стремитесь, обязательно все получится. Может, какие-то ваши пожелания нашим телезрителям? Я желаю вам всегда стремиться к тому, чего вы желаете, потому что наше желание — это наш двигатель. Если вы боитесь, то знайте, что другие люди тоже боятся, у каждого человека есть страх, но надо просто начать делать и пробовать, и уже на своих ошибках, либо бывает нет ошибок, но на своем опыте мы всегда учимся. Сделайте шаг, да? Да. Все, спасибо большое, и, может быть, еще до новых встреч. Спасибо. Оставайтесь на телеканале Якутия 24, не переключайтесь.